На ТНВ «Время новостей Татарстана», в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем речь в этом выпуске. Нефть там, где ей не место. Это вот как раз-таки тот отход, по которому возбуждено уголовное дело. Что грозит нарушителям за токсичные отходы, выясняла Александра Севастьянова. Россия-Иран – предматчевый синдром. Иран! Иран! Как Казань встретила болельщиков из Ирана, увидел Рамиль Шайдуллин. Чипировать домашних питомцев, причем делать это платно. Почему бы нет, потому что собаки же многие теряются. И поэтому это же хорошо было бы, чтобы хозяину найти было легче. Какие изменения в законодательстве ждут любителей животных, узнал Сергей Хайдаров. Неприлично токсичны. В Казани у Адмиралтейского пруда нашли опасные отходы. Природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело. И сейчас у нарушителей есть выбор – штраф или срок. Чем заплатят за вредность, выясняла Александра Севастьянова. Пустырь в районе улицы Архангельская, вблизи Зелантова Свято-Успенского монастыря. За последний год это место, можно сказать, стало излюбленным для экологических нарушителей. А почему бы и нет? Спокойно, тихо, главная дорога далеко, людей ходит мало. Идеальное место для совершения идеального преступления. Сбросил отходы, глядишь, и не найдут. Надежды не оправдались, нашли по следам, а точнее по запаху. А вот здесь как раз-таки черный вот участок. Это что такое? Это вот как раз-таки тот отход, по которому возбуждено уголовное дело. Это почва с высоким содержанием нефтепродуктов. Более 50 квадратных метров были покрыты сброшенными отходами. Это нефтепродукты, формальдегиды, фенол. 3-й класс опасности. Даже по цвету можно отличить загрязнение. По данному факту были собраны все необходимые материалы. Рассчитан ущерб, причиненный окружающей среде, который составил более 19 миллионов рублей. Следы одного преступления чуть не скрыло другое. На это же место совсем недавно были незаконно сброшены уже строительные отходы. И пока второй нарушитель устранял ошибки, тяжесть колес больших грузов изрыла залитую нефтью территорию. Часть засыпана. Лица установлены в рамках, сейчас не хочу раскрывать тайны следствия, в общем-то. Дело возбуждено, уголовное дело по факту порчи земли. В настоящее время возбуждено, расследуется уголовное дело. Сегодня же стало известно, что природоохранная прокуратура обязала водоканал рекультивировать иловые поля по всем правилам. Для этого в течение года в Казани должен появиться завод по переработке иловых осадков. Головной болью остаются и очистные сооружения. В черный список самых проблемных районов Татарстана попали Пестрецы, Новошишминск и поселок Октябрьский Зеленодольского района. В последнем очистных сооружений вовсе нет. Александра Севастьянова, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. 70 деревьев освободили путь к одному жилому комплексу. Снос лип и кустарников возмутил пользователей интернета в Казани. Пока одни привлекают внимание экологов, на самой территории лесопосадки организовали распродажу бревен. Насколько законна вырубка? Об этом Альбина Минибаева. На местной лесопосадке по улице Родина теперь вовсю работают бензопилой. Срубленные деревья на расхват у местных скульпторов. Бревна хоть и не пали ради искусства, но еще послужат. По текстуре, структуре, по запаху все. А вот что в работе будет, как повернется. Пока скульпторы ищут вдохновение, пользователи интернета ищут, чьих рук это дело. Экологов призвали приглядеться к вырубке. Правда, для местных жителей здесь стало даже безопаснее. Тут все так-то заброшено было. А тут хоть цивилизация тоже доходит. Мусор тут, вообще мусор было, постоянно бутылки, все алкаши тут собирались. Там уже просто территория облагородит, и все, подъезд к дому будет, к жилому. Планами поделился охранник строящейся высотки по улице Родина. После сдачи дома через пеньки должны проложить дорогу к новостройке, а пока организовали распродажу бревен. Вырубленные пеньки пока никто не собирается убирать, видимо, надеются на то, что заберут их те, кому они нужнее. Более того, повесили такое объявление на оставшемся дереве, предлагают забрать бесплатно, но также есть и доставка. И на каких условиях уже непонятно. Как бы легально, то есть это... Я уверен, что документы я все видел на эту всю работу. Документы мы так и не увидели, но исполком Казани нам ответил, что вырубка 69 деревьев была согласована. Вместо них в Советском районе появится 180 насаждений, газон и благоустроенная территория. Вот их и проверят после сотрудники исполкома. Альбина Минибаева, Амир Завишев, ТНВ, Казань.
Татарстан, он как Иран. В Казань сегодня весь день прибывали сотни болельщиков из далекой Восточной Республики. В эти минуты на Казань-арене команда Ирана встретилась с российской сборной. Почему любители футбола считают Казань уникальной, расскажет Рамиль Шайдулин. В Казани тоже любят футбол, так что пока Казань-арена только готовится принять сборные болельщиков готовы уже открыть счет. К нам приезжает в гости иранская сборная, но и мы не можем остаться в стране. Мы организовали свой матч дружбы. Одни фанаты уже играют, другие только прибывают. За часы до игры все новые и новые рейсы. В Казань я приехал ради сегодняшнего матча. 3 самолета до обеда. Иранские болельщики прибывают по небу. Второй день доезжают на поездах. Те, кто уже на месте, штурмуют экскурсии. На белокаменных стенах Кремля золотые буквы ЮНЕСКО. Так футбольные болельщики начинают свой предматчевый трип за пару часов до игры к памятнику Мусе Джалилю. Кричалки у памятника и фото у Кул-Шарифа. Иранцы стекаются к историческому центру. Сегодня фанаты встречаются в Казани. Это очень красивый город, и наиболее интересен лично мне он тем, что все мусульмане и христиане живут вместе. Чувствуется атмосфера мира между ними. Это очень важно. А что до матча? Спросили мы за 2 часа до игры. Мы будем выиграть, конечно. Можем 4-0 вообще. Вот так, я думаю, будет. Каким бы ни был счет, игра обещает быть красивой. Сборные давние знакомые, на поле сильные составы. Только итоги встречи не отразятся на турнирной таблице. Рамиль Шайдулин, Ильшат Мухаметов, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Недостроенные пока стадионы не станут поводом для исключения города из заявки на проведение чемпионата мира по футболу. Об этом сегодня заявил руководитель Департамента Международной Федерации футбола Крис Угнер. Сегодня в Казани проходит семинар городов-организаторов Мундиаля. Участники обсуждают организационные вопросы и изучают опыт проведения Кубка Конфедераций. По словам организаторов, новшества, которые были впервые применены на Кубке, получили положительную оценку. А уже через 4 дня в Абу-Даби начнется мировой чемпионат по профмастерству. Российская сборная мотивирована на победу. В числе участников 8 представителей Казани. Самые свежие новости из жизни российской сборной сегодня представителям СМИ рассказали в Москве. Подробности у Дины Газалиевой. Высочайшая конкуренция и мотивированность всех международных команд. Российские болельщики, затаив дыхание, ждут старта мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Абу-Даби. Он начнется через 4 дня. Российская сборная уже в Абу-Даби, а в Москве на самом высоком уровне взвешивают наши шансы на победу. Россияне выступают сразу во всех 52 компетенциях, причем в 22 из них впервые. Завоевать медаль, желательно золотую, это задача максимум для каждого члена нашей сборной. Всего 58 молодых умельцев. Но главный, уверенный куратор этой сферы в российском правительстве, перенять мировые технологии в сфере IT, строительстве, промышленном производстве и многом другом. Их изучение буквально в течение 3 месяцев планируется ввести в учебную программу профессиональных колледжей и училищ. Сегодня по стандартам WorldSkills в нашей стране работает почти половина колледжей. И половина учащихся у нас уже осваивают специальности в соответствии с мировыми технологиями. Это наше главное достижение. Помимо высокой конкуренции, особенно со стороны Китая и сборных азиатского региона, испытывать на прочность наших ребят будет климат. В Абу-Даби сейчас плюс 34, в помещениях под кондиционерами 12 градусов тепла. Отвечая на вопрос нашего телеканала, Ольга Голодец уверила, сборная мотивирована и перепады температур для устойчивости морального и физического духа участников не страшны. Много ребят из Казанского техникума связи, который является межрегиональным центром компетенций подготовки сборной. Это достаточно хороший наш задел в технологиях IT. И есть ребята из медицинского колледжа. Одной из интриг в Абу-Даби остается сценарий торжественной церемонии передачи флага мирового чемпионата WorldSkills в Казани. 45-й по счету он пройдет через 2 года в столице Татарстана. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. Диких животных в доме держать запретят, а домашних придется чипировать. Такой законопроект рассмотрит Госдума. Под запретом могут оказаться передвижные дельфинарии и контактные зоопарки. Стоит ли ждать отмены рабства в животном мире, интересовался Сергей Хайдаров. Был довольно-таки удивлен, увидев по соседству в соседней машине львенка. Сначала... Город-светофор, рядом машина, а в машине лев. Такую картину из окна своего авто увидел сегодня наш ведущий Фанис Камал. Показалось, что это мягкая какая-то игрушка, но когда уже пару раз хлопнул глазами и
об панель хлопнул своей могучей такой лапой, я понял, что это настоящий львенок. Змеи, крокодилы, волки, кого только сейчас не держат у себя дома. Видимо, учитывая это все, в Госдуме решили подготовить законопроект об ответственном отношении к животным. Под запретом могут оказаться контактные зоопарки и передвижные дельфинарии. Наш дельфинарий не является передвижным дельфинарием, это стационарный дельфинарий. Я думаю, он не коснется нас. Мы даже согласны с тем, что нам будет сложнее работать. Мы согласны с тем, что будет предъявляться больше требований. Но, опять же, это ведет просто к оздоровлению рынка и к уважительному отношению к нашим животным. По стране сотни дельфинариев, которые сдают животных в аренду. Кому и зачем, зачастую непонятно. Главное, чтобы платили. Но в Приморском океанариуме в сентябре белуга умерла, запутавшись в снастях. Это, наверное, единственный закон, который нас просят побыстрее принять сами защитники животных. Прямо приходят, стоят перед Госдумой. Этих красавцев зовут Рэм и Ирвис. Перепутать их совершенно невозможно, потому что каждому из дельфинов вживлен специальный микрочип. В нем вся история и передвижение этих прекрасных животных. Новый закон коснется и домашних животных. Хозяев планируют обязать чипировать питомцев. Правда, за свой счет. Почему бы нет? Потому что собаки же многие теряются. И поэтому это же хорошо было бы, чтобы хозяину найти было легче. Лучше бы разбирались с собаками, которые вот на улице, жалко мне их. Пока у татарстанцев есть выбор, можно держать и диких животных, и не чипировать домашних. Однако ужесточение закона может отменить рабство в животном мире. Сергей Хайдаров, Азат Самигуллин, ТНВ, Казань. Ну, это как раз пример того, как нужно обходиться с животными. В Нижнекамске водители остановили поток движения, чтобы спасти котенка. Он не смог перейти дорогу и сел прямо на проезжей части. Это новости Татарстана, и вот о чем далее. Ответный визит делегации Узбекистана в Татарстан. И мы будем очень комфортно для вас, и вы будете для нас комфортны. О чем договорились стороны? Репортажи Лейсан Сабировой. Бюджет по осени считают. Хочу сказать, что не все желания будут выполнены. Какой будет казна республики, узнал Дмитрий Аринин. Татарстанскому бизнесу в Узбекистане зеленый свет, и Татарстан готов предоставить самые комфортные условия. От обмена любезностями, как сказал Рустам Минниханов, к реальной работе. Сегодня в республику приехала делегация Узбекистана. О деталях договоренности Лейсан Сабирова. Мы с вами сейчас видим место. С ответным визитом долго не тянули делегацию Узбекистана в Татарстане. Казань встречает их с такой же теплотой. Начало октября, золотая осень, особо впечатляющее туристов время. В сфере туризма у нас очень большой потенциал. Маршруты, направления, варианты все прорабатываются. Общих направлений много. Отсюда и солидный состав делегации. 50 человек, представители ключевых ведомств и крупных компаний. 2 дня визита расписаны по минутам. Посетят компании и изучат опыт. С КАМАЗом уже есть договоренности. Татнефть, приоритетные предложения, обучение студентов, совместные исследования для повышения нефтеотдачи, переработка. КМПО, производство двигателей, Нижнекамск шина, восстановление шин, медицина, экспорт татарстанских симуляторов. Вся нефтехимия за группой компании «Таиф». С учетом сырья и с учетом спроса на ту или иную продукцию надо посмотреть создание совместного предприятия. Как любая форма, Рамзан Иманович сказал, что доложил, что президент готов поддержать, если эти проекты будут. Для сельхозпродукции из Узбекистана готова площадка агропромпарка. Этот сектор могут представлять малые и средние компании. В этом году уже начнем мы с каких-то проектов. Причем потому, что наш президент уже сказал, для моего друга, для их, как говорится, предприятия или бизнесмены приедет, или это от Баркуала мали бизнес приедет. Мы сделаем зеленую дорогу. Направления работы определены. В течение 2-3 дней будут проработаны проекты и уже подготовлены конкретные соглашения. Лейсан Сабирова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Напряженный, социально ориентированный, на 90% заточенный под определенные программы. Такие определения сегодня дали будущему бюджету Татарстана. Контуры финансового документа обсуждали сегодня в Госсовете на парламентских слушаниях. О прогнозах Дмитрий Аринин. Несмотря на внешнее давление и санкции, российская экономика также в текущем году показывает умеренный рост. Как гласят экономисты, в Татарстане дела идут еще лучше, чем в среднем по стране. По расчетам уже финансистов, бюджет республики следующего года составит около 200 миллиардов рублей. При этом будет дефицит более 2 миллиардов. Такие контуры бюджета Татарстана начертаны экономическими показателями, которые видятся на горизонте грядущих лет.
Так цена на нефть поднимется на $2. Курс американской валюты вырастет на 3 рубля, а инфляция останется неизменной – 4%. Куда пойдут казенные деньги и можно ли перенаправить финансовые потоки, обсуждали сегодня на парламентских слушаниях. Хочу сказать, что не все желания будут выполнены, средства все же ограничены. Каждый бюджетный рубль должен выполнять вполне конкретную отраслевую задачу. Бюджет по-прежнему носит социально направленный характер, увеличивается удельный вес социальной сферы. Так, жалование бюджетников должно расти выше инфляции, а средняя зарплата в Татарстане составит около 30 тысяч рублей. У нас зарплата несколько ниже среднероссийского уровня, но доступ к товарам, услугам, в том числе пищевым, он значительно благоприятнее. Благоприятное воздействие на региональные бюджеты должна оказать реструктуризация долгов регионов. У Татарстана большая часть долга уже реструктуризирована. Сейчас льготные условия могут затронуть 18 миллиардов рублей. Это реструктуризация на 7 лет. Если говорить простым языком, 270 миллиардов рублей субъекты не должны будут возвращать в федеральный бюджет, а могут направить их на свои нужды. Все нужды бюджета республики еще будут обсуждаться. Утвердить казну в первом чтении должны на сессии Госсовета в конце этого месяца. Дмитрий Арин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Вопросы энергетики и туризма обсудил сегодня на встрече председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин с генконсулом Венгрии Адамом Штифтером. Фарид Мухаммедшин отметил, что взаимоотношения России и Венгрии заметно укрепились, в том числе и на уровне субъектов. А для лучшего туристического потока в обеих странах следует решить вопрос с прямым авиасообщением. «Золотая осень» под таким названием в Москве прошла 19-я российская агропромышленная выставка. Инновационные удобрения представила компания «Уралхим». Как использовать удобрения эффективнее, проводить химические мелиорации и сохранять плодородие почв? Эти вопросы участники выставки обсудили на совместном научно-практическом семинаре. Один из организаторов – компания «Уралхим». Одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений во всей Восточной Европе, входит в Международную ассоциацию производителей и потребителей удобрений. Организация объединяет порядка 500 членов со всего мира, с 80 стран мира. Организация занимается вопросами эффективного и ответственного использования удобрений. Нужное удобрение в нужном объеме, в нужное время и в нужном месте – это современная 4R-модель управления питанием растений. Она позволяет не только сократить потери и сохранить плодородие земель, но и снизить вред для экологии. На выставке «Уралхим» и «Уралкалий» представили свое видение усовершенствования современного земледелия и показали инновационные минеральные удобрения. Нитрат кальция концентрированный. Продукт уникальный не только для российского, но и для мирового рынка. В настоящее время только Уралхим является единственным в мире производителем данного типа продукции, именно концентрированного нитрата кальция. А ведь покупая нитрат кальция, аграрии это делают исключительно из-за содержания основного вещества. Поэтому нитрат кальция концентрированный для них является оптимальным решением, поскольку содержит более 98% нитрата кальция. Еще одна инновация – сульфонитрат НС-37 – высокоэффективный аналог аммиачной селитры. В составе, кроме азота, еще и сера, а значит, можно повысить содержание белка в зерне или масла в масличных культурах. Представлен также НПК с микроэлементами, с которым многие агрохозяйства последние несколько лет увеличили свои урожаи. Не забывает Уралхим и о традиционных удобрениях. Компания – российский лидер в производстве аммиачной селитры, на втором месте в стране по производству азотных удобрений. Именно сочетание традиций и инноваций дает аграриям максимальный результат. По всей продукции клиентов готовы проконсультировать специалисты компании. Сегодня мы завершаем проект в объективе ТНВ «Большая семья». И завершаем его сегодня в 8 часов вечера большим ток-шоу «Счастье в большинстве». За полгода героями экрана стали 110 семей, 22 из них провели выходные с ТНВ. Дверь в студию приоткрыла Лина Зинатуллина. Свет, камера. Прежде чем прозвучит долгожданный мотор, в студии собираются многодетные родители со всего Татарстана, депутаты Госсовета, партнеры проекта и, конечно, его авторы. В рамках этого проекта мы познакомились с потрясающими семьями. Понимаете, у меня слезы наворачивались на глаза, когда я смотрел, в том числе и ваши сюжеты. Потому что мы показали в эфире 110 потрясающих семей. Такого внимания к себе, своим детям, своему дому большие семьи еще не получали. В ток-шоу «Счастье в большинстве» мы покажем самые яркие страницы проекта и эмоции его героев. Как гром ясного дня было для нас. Радостное ощущение, конечно. Да, мы были очень счастливы, что выбрали нас, что видели нас.
чтобы взяли пример от нас. Получилось ли задуманное, все ли было учтено и можно ли гордиться результатом? Свою оценку проекту дадут все, кто причастен, от корреспондентов и операторов до спонсоров и депутатов. У нас более 32 тысяч многодетных семей в республике, но это в основном семьи, конечно, с 3 детьми. А мы подняли проблему больших семей, где 5 и более детей. Чтобы люди не боялись, чтобы многодетные семьи воспринимались как гордость. Другие тоже пускай не стесняются, да? От идеи до воплощения 3 месяца. Охватить как можно больше семей и показать их интересно и нестандартно. Именно такую задачу ставили авторы. Через какие-то разные жанры, форматы. И чтобы действительно этот проект ежедневно был на нашем экране. Большие итоги большого проекта смотрите в ток-шоу «Счастье в большинстве» сегодня в 8 вечера. Лена Зинатульна, Андрей Сентальцев, ТНВ «Казань». И в завершении выпуска обзор спортивных новостей, информация о погоде на завтра и до встречи в 21:30. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Дилер Nissan номер 1 в Казани «Автоцентр Марка» представляет. Берите Nissan без дилерской наценки. Скидка до 220 тысяч рублей. Подробности 4 пятерки 3 единицы. Коррекция зрения 15 тысяч рублей за 1 глаз. Клиника Кузляр. Поехал за мебелью, выиграл квартиру. Розыгрыш призов на 4 миллиона рублей. Мебельград. В магазинах «Идеал» новая коллекция «Осень 2017». Обувь из натуральной кожи от европейских производителей. Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. Бабушка, улыбнись. Скажи мое имя. Подними руки. Первые симптомы инсульта увидит даже ребенок. Сохраните жизнь вашим близким. Минздрав Республики Татарстан. Почему я выбираю берекетлет? Потому что вкусно. Потому что натурально. А значит полезно. И недорого. Молоко и молочные продукты берекетле. Радость выбора для всех. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом Либридерм. Мы знаем нашу страну, а не адаптируемся к ней. Поэтому все необходимое уже в базовой комплектации. «Лада Веста». Новое поколение «Лада». «Лада» с выгодой 10%. Автоцентр «Парус». На старт, внимание, надо брать! В «Пятерочке» уникальная акция «Надо брать». Шоколад бабаевский в ассортименте 100 граммов по 55 рублей. «Пятерочка». Надо брать. А почему 5 Б не идет в поход? Ребята, вы умеете оказывать первую помощь? Нет. Но Все. В поход идут только старшие классы. 5 Б пойдет в поход. Yes. А где ты этому научилась? Мама научила. А это меня папа научил. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Ищешь иномарку? Выбирай Datsun в новом автоцентре «Марка». Грандиозные скидки в честь открытия. Стань первым обладателем Datsun по спеццене. Звони 4 пятерки 3 семерки. Күңелләрне яулап, йөрәкләрне тетрәндергән сез яраткан җырлар. 5-нче Алтын йолдыз Болгар радиосы милли музыка премиясе. Җырчыны гына түгел, ә җырны иҗат итүчеләрне дә тәбрикләүче ел вакыйгасы. Алтын йолдыз. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. «Динамо Казань» готова замахнуться на золото чемпионата Европы. Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с 15-кратными чемпионами России по хоккею на траве. В начале сезона все шло непросто, но в итоге динамовцы смогли добыть очередной титул. В этом большая заслуга слаженной работы тренерского состава, самих спортсменов, руководства клуба и спонсоров. 15-кратные чемпионы России получили также индивидуальные награды. Капитан команды Тимур Николаев был награжден медалью ордена за заслуги перед Республики Татарстан. Благодарности президенту удостоились главный тренер клуба Араик Миргарян, тренер Тимур Шацкий, нападающий Антон Корнилов, полузащитник Николай Янкун и вратарь Марат Гафаров. Кроме этого, коллективу клуба вручили подарочный сертификат на 5 миллионов рублей.
Считаю, что это вполне возможно. Если нам дадут возможность, я могу вам обещать, через 3-4 года мы выиграем титул европейских чемпионов. Привыкли, вот второе место, это как будто вообще там это страшно даже подумать, что будет с нами, если вот такое произойдет. К новостям хоккея. Акбарс отправился в непростое выездное турне, где первым соперником нашей команды стала «Торпеда». Прошло всего 7 минут, на табло уже горело 0-2. Два удаления в составе «Торпеды» и дважды гости очень быстро реализовали численные преимущества. Отличились Джастин Азеведо и Василий Токранов. Главный тренер хозяев тут же поменял вратаря Лисутина на Малькова. Однако и это не спасло «Торпедо» от крупного поражения. Дальше в матче начался бенефис Владимира Ткачева. Нападающий Барсов оформил хит-трик. Итоговый счет стал разгромным 0-5 в пользу казанцев. Завтра команда Белелединова играет в Москве с «Динамо». Другим темам ватерполисты казанского «Синтеза» открыли сезон российского чемпионата. В первых 2 матчах в Казань пожаловали новички турнира молодежная сборная Санкт-Петербурга. Болельщики смогли создать в бассейне праздничную атмосферу. Начало сезона удалось уже до стартового свистка. Зрители соскучились по водному полу. Многие пришли посмотреть на звездных новичков. Лидеры своих сборных, главные звезды Олимпийских игр, «Синтез» в этом межсезонье усилился заметно. В первых 2 встречах казанцы легко одолели соперника из Санкт-Петербурга. Пока новички российского чемпионата только вкатываются в рабочий режим. В то же время казанцы в уме держали предстоящую игру Лиги чемпионов с итальянской Брешей. Первая встреча пройдет в Италии 14 октября. Ответный поединок состоится в Казани 18 числа. «Синтез» каждый год с ней играет. Каждый год с ней играет. На равных, не на равных. Очень опытный коллектив с прекрасным тренером. 5 легионеров, 3 из Черногории, 2 серба. Опытная команда, но, безусловно, с ней можно играть. Мы будем готовиться, мы знаем слабые и сильные стороны, так же, как и они наши. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Погода балует нас по-настоящему теплыми и солнечными днями. Но осень есть осень, и в предстоящие сутки местами пройдут дожди. Подробнее после небольшой информации. Кухни, шкафы-купе, спальни и гардеробная. Любая корпусная мебель по вашим размерам. Только до конца октября при заказе кухни сушилка и мойка в подарок. При заказе шкафа-купе комод в подарок. Доставка и установка бесплатные. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2 167 160 6. О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке в Бугульме, Вавлы, Азнакаево ночью будет ясно, +2. Днем пасмурно, но без осадков. Воздух прогреется до 11 градусов. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачно. Ночью без осадков +1. Днем местами возможен дождь и около 11 градусов со знаком плюс. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске ожидается пасмурная погода без осадков. Ночью +1, днем до 11 градусов тепла. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси ночью без осадков и около 1 градуса выше нуля. Днем местами пройдут дожди, воздух прогреется до 10 градусов. На юго-западе, в Болгаре, Буинске, Держаном облачная погода, местами также с дождем. Ночью +3, днем столбики термометров покажут 11 градусов тепла. В центральных районах республики, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше ночью без осадков +1. Днем местами пройдет дождь и около 12 градусов тепла. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается, местами также пройдут дожди. И еще одна полезная информация. Спонсор программы, старейшая частная офтальмологическая клиника «Третий глаз» приглашает всех желающих для проведения всесторонней диагностики и необходимого лечения с использованием новейших моделей офтальмологического оборудования. Всегда рады вам помочь. Адрес: город Казань, улица Спортивная, дом 3. Катаракта. Клиника «Третий глаз» предлагает эффективное хирургическое лечение катаракты. «Третий глаз» 273 17 17. Высокий доход ближе, чем кажется. Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка» объявляет акцию. Только в октябре при оформлении сбережений по программе «Накопительная» предоставляем пайщикам сертификат на покупку бытовой техники. Все подробности по телефону 239 17 36. Город Казань, улица Чистопольская, 55.
Спонсор программы – кредитно-потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Ждем вас по адресу город Казань, улица Чистопольская, дом 55. О погоде в столице. Ночью в Казани без осадков +2, +4. Днем местами пройдет дождь 8-10 градусов выше нуля. Ветер южный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Ожидается магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.